Слово для выступления предоставляется Адылову Эрнсту Сабыровичу, представителю АО «Мамыр». Спасибо, Ваша честь. Своим решением от 17 марта 2021 года Конституционный суд, упразднив словосочетание в статье 268 АПК КР, вынесенное по существу дела, были сняты все ограничения на право защиты по любым судебным актам. В своем решении Конституционный суд дал четкое разъяснение, на мой взгляд, понятное, говорящее о том, что любой судебный акт может быть обжалован по вновь, вернее, на любой судебный акт может быть подано заявление по вновь открывшимся обстоятельствам. И это правильно. Я считаю, что это совершенно правильно, потому что существуют такие акты, как в нашем случае. Допустим, сейчас Анна Викторовна на нем остановилась, на этом примере. Я еще раз просто повторюсь о том, что по вновь открывшимся обстоятельствам, по данным кадастром и города мэрии, были внесены несоответствующие действительности обстоятельства. В связи с отсутствием основания мы не опровергали обстоятельства, потому что пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам возможен только при наличии документа. Его не было. Поэтому нам на этом заседании не надо было доказывать, что обстоятельства не соответствуют действительности. Но так как решение было принято, и все-таки это решение и заявление по вновь открывшимся обстоятельствам кадастра и мэрии был удовлетворен, мы вынуждены были обратиться в архивы, областные архивы Иссык-Кульской области, доказывая уже о том, что обстоятельства, указанные в заявлении кадастра и мэрии, не соответствуют действительности. И мы нашли эти обстоятельства, вот эти доказательства. В 1986 году 14 гектаров земли были изъяты у АО «Мамыр» для строительства ирригационных систем. Этот документ и явился основанием подачи нам такового заявления. Поэтому, на мой взгляд, не существует второстепенных каких-то судебных актов, которые нельзя было бы пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам. Это ограничивает наши права на защиту. Вот в нашем случае, это, допустим, конкретные случаи. Абсурдность, значит, во исполнение решения Конституционного суда законодатель, упразднив словосочетание по принятой по существу дела, вводит в 267 статье пункт 2, ограничивающий перечень. И абсурдность этого перечня заключается в том, что господин Исаев, подав заявление, он в Конституционный суд обратился именно с невозможностью подачи заявления по вновь открывшимся обстоятельствам на второстепенный акт. Это определение по восстановлению пропущенного срока, процессуального срока. Конституционный суд рассмотрел, удовлетворил. И чтобы вы думали, в этом перечне его нет. Вот до такой степени абсурдно, то есть определения о восстановлении срока в этом перечне нет. То есть, выиграв Конституционный суд, господин Исаев, придя в суды общей юрисдикции, ему скажут, а в 267 вас нет. На мой взгляд, перечень введения 267 пункта 2, введения какого-либо ограничивающего списка, оно абсурдно, оно неконституционно. Это привело к тому, что суды общей юрисдикции дошли до того, что они, не лишая нас права на защиту, могут ограничиться письмами. Мы подаем заявление по вновь открывшимся обстоятельствам. Суды общей юрисдикции отказывают нам, ссылаясь на 2 пункт 267 статьи АПК, письмом. Что это за процессуальный документ? Я не знаю, мы его обжаловать не можем. То есть в практике дошло до того, что нас лишают права на защиту. Я хочу, чтобы вы для обозрения, можно, Ваша честь? Да. То есть суды общей юрисдикции, пользуясь вот этим перечнем, они уже ограничиваются
в отправлении правосудия и могут опуститься до того, чтобы отказать заявителю письмом. И это делают, видимо, для того, чтобы лишить нас права на защиту. Поэтому я поддерживаю Анну Викторовну и прошу признать пункт 267 статьи АПК второй части противоречащей Конституции. Спасибо большое. У меня все. Самат Кыштыбекович, у вас есть вопросы? Представители обращаются. Вопросов нет. Уважаемые судьи, у вас есть вопросы? Присаживайтесь. Спасибо.